Целый город без воды, света и тепла. Результат массированных обстрелов в Авдеевке, что в 6 километрах от Донецка, введено чрезвычайное положение. Огонь ведется по территории между Авдеевкой, ее формально контролирует Киев, и Донецком, который занят пророссийскими боевиками. Еще в первой половине дня власти Авдеевки и руководство Министерства по делам временно оккупированных территорий готовили город к эвакуации, но обстрелы не позволяли ее полноценно начать. Планировалось вывести несколько тысяч человек, в основном детей и людей в возрасте. В районе практически отсутствует связь, и узнать, как идет эвакуация, сейчас, на момент записи программы, сложно. Пока нам известно, что вывозить людей начали из района Старая Авдеевка, это место постоянного обстрела. В городе работает наш корреспондент Зиновия Стефанюк. И вот материал, который она смогла нам передать буквально за час до эфира. Больница для местных жителей в последние дни работает в усиленном режиме. К ночи поток раненых уменьшается, но по городу работает тяжелая артиллерия. И уже в 5 утра привозят раненого местного жителя. Он собирался на работу на завод, но в его дом на окраине города угодил снаряд. Один из осколков ранил мужчину в руку. После оказания помощи его оставляют ночевать в больнице, недалеко от которой уже через час слышны падения снарядов. Один из них попал на школьный стадион. Утром местные жители начали покидать город. Здесь несколько суток нет света, а со вчерашнего вечера начали пропадать отопление и вода. Тепло городу дает Авдеевский коксохимический завод, который из-за отсутствия электричества вынужден приостанавливать работу. В запасе завода остается газа почти на сутки. Если не вернуть электричество, то абсолютно весь город в мороз до 20 градусов останется без тепла. Сам завод без работы остановится. Запустить непрерывное производство заново будет невозможно. Мы связались с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским. Свой комментарий, это было в первой половине дня, ему пришлось давать под обстрелами. В районе Авдеевки работают грады, что прямо нарушает минские мирные договоренности. На жаль, К сожалению, обстрелы продолжаются. Сейчас за окном бахает по полной программе как крупнокалиберная артиллерия, так и 82-миллиметровые минометы. В основном снаряды залетают в промзону, летят и в город. Один снаряд попал в дом, один в район больницы, но разрушений не было. Под утро был ранен один гражданский. Местный житель, ему предоставлена медицинская помощь. Сейчас в Авдеевке около 20 тысяч населения, из них около 2 тысяч дети. Мы надеемся, что до массовой эвакуации все же не дойдет, но если родители хотят вывести детей, мы готовы предоставить автобусы, будем вывозить в Светогорск, там есть 1400 мест. Нам дважды звонил президент, премьер-министр, мы также на связи с вице-премьером Зубко и другими ведомствами. И на момент записи нашей программы Павел Жебривский сообщил, что обстрелы продолжаются. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения о прекращении огня для того, чтобы начать эвакуацию местных жителей и работы по восстановлению линии электропередач. Ситуация в районе Авдеевки изменилась утром в воскресенье. Стороны конфликта обмениваются взаимными обвинениями. В Министерстве обороны Украины сообщают, боевики так называемой ДНР начали штурм в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций вооруженных сил Украины. Главари боевиков утверждают, Киев пытается прорвать позиции сепаратистов и взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой. Постоянный совет ОБСЕ в Австрии сегодня вечером соберется на специальное заседание, посвященное ситуации в Авдеевке. Представитель Украины в международных организациях Игорь Прокопчук обратился к коллегам с обращением. Украина призывает активизировать давление на Россию, чтобы заставить ее остановить эскалацию конфликта на Донбассе и предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе. Президент Украины Петр Порошенко из-за обстрелов на Донбассе прервал свой визит в Германию и вернулся в Киев. И вот реакция Москвы на происходящее. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле за возобновлением боевых действий видят неспособность Петра Порошенко выполнять минские договоренности. Песков при этом отметил, что позиции сепаратистов попыталась атаковать не армия Украины, а добровольческие батальоны. По его словам, цитата, «ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии». Мы держим связь с волонтерами, которые помогают мирным жителям Авдеевки. Они подтверждают информацию о погибших как в рядах вооруженных сил Украины, так и в рядах боевиков так называемой ДНР. О точном количестве жертв говорить не берутся. По их словам, сейчас нарушена связь между военными подразделениями.
И вот вы видите фотографии замерзающей Авдеевки. Они принадлежат советнику заместителя министра обороны Украины Василию Будику. Рано утром, когда температура воздуха в городе составляла 26 градусов мороза, на улицах начали разворачивать пункты обогрева с горячей едой. И все это происходило под звуки падающих ракет и мин. Нам удалось поговорить с директором градообразующего предприятия Авдеевки, коксохимического завода, который находится буквально в эпицентре обстрела. Вчера было попадание там в железнодорожное полотно, и вот недавно возле нашей там пожарной части ложилось. Ну, пока, слава богу, проносит. Ползавода работает, вторая половина в консервации, и пытаемся удержать генерацию электроэнергии. То, как обычно, работать у нас уже не получится. Нет нормальной электроэнергии, нет нормальных водов. Мы сейчас находимся в аварийном режиме. Массированные обстрелы на востоке Украины начались сразу после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сразу после появления информации, что Вашингтон может снять санкции с Москвы. Также в этом контексте нельзя не обратить внимание, что огонь ведется по промзоне «Коксохима», предприятия Рената Ахметова, украинского олигарха, который может возглавить одну из групп якобы раскалывающегося оппозиционного блока. Эта политическая сила считается в Украине пророссийской. Украинский политолог Виктор Таран обращает внимание на другие факты. Все происходящее сейчас на Донбассе, по его мнению, часть политической игры России. Россия постоянно дестабилизирует ситуацию на востоке Украины. 2 года назад обстрел Мариуполя, Дебальцево, да, можно продолжать. Россия в своих действиях, когда повышает градус боевых действий на востоке, на Запад и на Америку не смотрит. У нее есть свои интересы, и они работают в парадигме своих интересов и своей стратегии.